Предупреждение для всех таджиков. Будьте внимательны, или иначе вам никто не сможет помочь. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Министерство транспорта Таджикистана просит граждан пользоваться лицензированными автобусами, занимающимися международными перевозками. Минтранс призывает пассажиров, которые намерены выехать из Таджикистана в Узбекистан, Казахстан и Россию, приобретать билеты в пассажирских терминалах исключительно у транспортных организаций, имеющих лицензию Государственной службы контроля и регулирования в сфере транспорта. С целью предотвращения негативных явлений в сфере международных пассажироперевозок просим не пользоваться услугами незаконных автобусов, обращается Минтранс к населению. Комментируя данное обращение, источник в Министерстве транспорта отметил, что сейчас на рынке международных пассажироперевозок свои услуги предлагают владельцы автобусов, не имеющих соответствующее разрешение. В результате, когда пассажир выезжает за пределы страны, допустим, в Россию, он пресекает несколько границ, и если у водителя не все в порядке с документами, то, естественно, могут возникнуть проблемы, рассказал источник. Также есть случаи, когда автобусы ломаются в пути, пассажиры остаются, как говорится, в чистом поле, и в случае необходимости им не на кого жаловаться в соответствующей инстанции, а транспортные организации, имеющие разрешение на международные пассажирские перевозки, стараются выполнить свою работу качественно, чтобы не было жалоб и чтобы привлекать клиентуру, подытожил источник в Минтрансе. А как вы относитесь к нашим пассажироперевозкам международным? Есть ли у вас какие-то пожелания или, возможно, не совсем приятные истории? И свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А власти Москвы приняли решение о безвозмездной передаче здания в центре Москвы в собственность Российской Федерации. Там появится культурно-представительский центр Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра столицы, руководителя пресс-службы мэра и правительства города Гульнару Пенькову. Ранее президент Владимир Путин, общаясь по видеосвязи вместе с таджикистанским президентом Эмомали Рахмоном, сообщил, что Москва решила вопрос о предоставлении здания, в котором будет организован культурный центр. Правительством Москвы принято решение о безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации здания по адресу улица 2, Тверская и Ямская, дом 40, которое в настоящее время занимает учреждение гостиничный комплекс исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Данный объект недвижимости в последующем планируется к безвозмездной передаче в рамках межправительственного соглашения Республики Таджикистан для размещения культурно-представительского центра, сказала Пенькова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку строительства русскоязычных школ в Таджикистане. Он заявил об этом, выступая в четверг по видеосвязи на церемонии открытия в Таджикистане 5 школ с русским языком обучения, в которой также по видеосвязи принял участие и российский лидер. Как вы относитесь к такой инициативе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!